Приветствую, комрады, на канале, в очередном копе. Не пищать. Так, копаем, ходим. Вот такое поле у меня. Не единственное, кстати. Вот оно одно. Сразу второе. И он третье, пахота. Вчера только хозяин поля спахал его. Вот там камни, не так интересно ходить. Так, что у нас? Вот поле. Ходим. Вот монетка. Первая. Наполеончик мне выпал здесь. Только что вытащил с ямки. Вот. Что нового? Нового у меня монеты идут слабо с этого поля. Но еще есть поля. Вот это кукурузное поле остается. И там еще есть поле большое. Вот. Хозяин вчера так свободно дал покопать. Вот есть поле, где рапс. Это уже на следующий год, видимо, будет, если доживем. А так монетки будем искать, показывать. Вот. Вот в последнем видео, где я делал коп, чувак ко мне подходил один, говорит: а что вы здесь делаете? Я здесь копаю. А разрешение есть? Я говорю, вот у тракториста спрашивал. Это не его, говорит, надо у хозяина. Он только этот снимает землю. Да я не знаю его, говорю. Короче, тут не поймешь, бардак полнейший. Надо, короче, валить куда-то, где можно. Один раз спросил, и как этот сказал: вы мне дайте такую бумагу, чтобы никакой швондер-мондер не это самое, не мог к моей двери подойти. Вот такие пирожки. Купил я себе машинку для копа. Специально. Пирожковоз. Для копа пойдет. Вот такие пирожки у нас. Ну что, продолжаю копать. Смотрим. Так, выпала монетка. Ну что, будем тянуть? Желтую. А вдруг золото? Кто что скажет? А могло бы быть золотом. Но не думаю. Точно не золото. Точно не золото. Невезуха, как говорится, невезуха. Не попёрло. Но монетка 10 сантимов. Вот так. 10 франков. Погнали. Мало здесь что-то, мало. Камрады копатели, соскочил я со своего этого поля. Ну, на новом поле, как я говорил, одного хозяина. Только что подъезжал тракторист забрать свое сено. И дал мне разрешение копать и на этом поле. Отлично. Что мы будем делать? И у меня здесь сигнальчик. Вот в этом комке. Будем смотреть разом вместе. Что за ерунда мне выпала? Точно ерунда выпала. Бывшая монетка. СССРовская. Убитая. К сожалению, мертвая. Ну и все. Зато шансы есть. Поле вон здоровое. Шансы есть. Едем, ищем. Отошел я на несколько метров от последней находки. Точнее, метров 4. И у меня снова находка. Короче, убитая монета. Вроде бы. Убитая точно. До предела мертвая. Ну, как я уже говорил, шансы возрастают.
что монеты тут были. А то на последнем поле, что вот это зеленом поле ходил, что-то мало там всего было. А тут уже за 10 минут 2 монетки мертвые. Ищем, значит. Копнул разок. И что? И яблочко. Наполеоновская. Видали? Чуваки. Видали? Да, это Наполеон. Тереть не будем. Уже все его видели, знают монетку. Ее надо будет чистить. Редко, но метко, ничего страшного, хорошо. Радует. Радует глаз. Поле огромное. Огромное поле. А ноги, глаза бегут вот к этой зелени. Все равно хочется туда перебраться. Это еле-еле себя удерживаю, чтобы не переметнуться. Тут еще есть работа. Много. Будем глядеть. Камрады, что это у нас тут выпало? Что это у нас? Что-то может быть. Что-то может быть. Так. Наполеон снова. Снова Наполеон. Так, Наполеон видно. Тереть не буду. Вся патина сходит. Главное есть. Ищем. Страшная находка у меня. Страшная. Орудие убийства. Вот из такой картечи убивали людей. А может, через кого-то и прошла штучка. В бошку попадет, как арбуз, разделается. Тяжелая. Так что, attention sur la route, а. Тудук. Пойдет. Вроде на сегодня хватит, думаю. Можно и до дому. Находки были, находки есть. Будем искать, продолжать. Ну, не хватает всего, не хватает. Не часто выпадают. Вот это вот бесит малость. Ничего делать нечего. Наше от нас не уйдет. То, что нам не суждено и не придет. На этом все. До следующего видео.